Сегодня 16 июня у нас ранний подъем. Готовим с мамой вкусняхи для поезда. В поезде особая кухня, да? Да, да, детство помнишь? Да, Всю да, жизнь да. проездили. Ждет нас дальняя дорога на свадьбу к сестренке. Папа спрашивает, зачем садятся на дорожку, когда едут в дальнюю дорогу. Я предполагаю, чтобы обдумать, ничего не забыл ли. Все Посидеть. Так Молодец, что надо да. молча посидеть, подумать минутку и собираться. Через 10 минут где-то выезжаем. Примерно. Папа нас провожает. Мы с мамой в путешествие. Мамуля, да? Да, Ирек. И, конечно же, друзья всегда выручают. Вован, Владимир, мой друг, меня отвозил уже в аэропорт 1,5 года назад. И сегодня тоже нашел время, отпросился с работы. Спасибо тебе огромное, что отвезешь нас. Пожалуйста. Нам гораздо легче будет с мамой, Конечно. чем на электричках. А то ты рассказал там перекладные. Да. здравствуйте. Ну что, тогда грузимся? Сейчас, да, грузимся. Должны были на электричках ехать, там на метро. Мой багаж. Пока-пока, хорошей Не скучай дороги тут без нас. Спасибо. вам. Будь стараться. Давайте. Погнали. Ты его не закрыл? Нет. А то папа стоит. Вот и район Звездный. Здесь у меня раньше была квартира вот прямо. Но я вложил в творчество все это. Надеюсь, когда-нибудь окупится. Питер, Питер. Вот добрался наконец, уезжая до центра города. Московский вокзал. Все, давайте, хорошего вам здоровья. Да. Ну что, вперед из песни, мамуль. Самое лучшее место, вот эта верхняя полка. Да, есть. А это моя родная деревня Подгорная. Вот по этой улице прямо у нас там дом бабушкин. Сюда еще вернусь в августе. Наша родня нас встречает. Сестренка с будущим супругом. Так, ты чемодан где твой, мама? Ты его сможешь выкатить? Если что, вернись, не давай по себе. Да я сейчас за раз-то все возьму, наверное. Постановочный кадр. Ну, вот. Ждем пополнения в семье у нас. Скоро. Воздух Севастополя. В самом вагоне душновато, а у нас всегда так прохладненько, хорошо. Бабушка и внучка. Привет, Васюня. Не фокусируй. Племяшка. Внучка. Василиса. Привет. Маша или Маруся, как тебя называют? Она больше любит Маруся. А можно больше? Ну, если легче ваш, то может. Маша, да? Все больше у нас в семье девчонок. Ну что, всех своих отправили на море, а мы с сестренкой с Леной грызем гранит науки. Перед свадьбой у нас последние дни. У Лены дипломная работа уже. Я на второй день свадьбы отправлю вас в поход, сама буду перечитывать свой диплом. О, Сейчас не успеваю уже. уже все, да, времени, блин.
Хотя диплом ты сдаешь его, да, получается? Защита. Защита. В понедельник сразу помчимся. Ну, у меня тут своя рабочая учебная атмосфера. Я сейчас пишу сценарий полнометражного фильма. Преподает Любовь Борисова. Я поражаюсь, насколько она просто сходу генерирует разные идеи. Вот помогала там драматургию, все. Вот прям вот у нее, ну, талант. Вот правда талант. Она снимала фильмы «Не храните меня без Ивана», «Надо мной солнце не садится». Я думаю, вы их все смотрели. Это вот такую я сделал обложку. Ну, завтра будет презентация про автора, актерский состав подобрать. Интересно вообще и локации придумать, какие у меня там лес, город там и так далее, река. Фильм у меня такой мальчуковый, выживание в лесу, там крушение вертолета, люди там, часть погибла, часть спаслись, пытаются выжить, за ними гонится медведь. Такой банальный сюжет, но для сдачи зачета, в принципе, я надеюсь, что подойдет. Но Любовь очень строгая, на самом деле, она прям требует, чтобы все соответствовало канонам, что вот ей прям это не сходится, это не нравится, это пустое действие, она вообще никакого смысла не несет. Прям очень с ней здорово заниматься, я очень рад, что она у нас. Вообще это счастье, что нам повезло, что она преподает этот предмет. Так что, может быть, научусь писать сценарий и какой-нибудь художественный фильм сделать. Получится. Но это пока так, проба пера, на самом деле. С программой Кит-сценарист. Здесь диалоги, описание событий и так далее, локации. Мама нам уже второй день делает окрошку, очень вкусную, на кефире и айране. Сейчас пообедаем и дальше за работу. Погода шикарная уже в Крыму. Такой вот двор прикольный. Потом схожу на площадку позаниматься спортивную, когда все доделаю. Завтра, наверное, уже. Но это вдруг... Она на руку вот так даже делала красиво. Ну что, можете меня поздравить, зачет я сдал. Сценарий написал буквально за 10 минут до начала сдачи. Сегодня у нас свадьба у сестренки. Сейчас мы бегом-бегом собираемся. Вот я решил подснять немножко этот момент. Наш будущий муж сидит, делами еще занимается перед дорогой. Еще всегда работа у него. Мама тоже помогает, как может. Кормит, гладит. Вот рубашки мои, брюки наглаженные. И, конечно, там девчонкам наводит красоту. Вот наши ангелочки в платьичках будут девчонки. Едем сейчас на официальную часть, но небольшим составом, буквально на одной машине. Я поснимаю. Ребята там распишутся, и потом уже все основное празднование будет за городом. Я как раз недавно думала, что хорошо бы распечатывать фотки. Я хочу развернуть, снять, Там что Ну, мы- нажми 3 раза на этот джойстик. получить. Поехали. Сразу у нас такого, на нам следующий год запись. Так, ЗАГС, давай. Мы приехали, да? Хотя я первая собралась. Меня невозможно испортить. Я... Ой, какая красота. Боже мой. Друзья, я в таком приятном шоке. Я слышал про новый Херсонес, что построили, но я думал, что отреставрировали вот старый, который был там развален такие. Но я не думал, что построили такой огромный комплекс. Это просто невероятно. Ну, все собрались, уже поехали. А мне предстоит сейчас поездка на вот этом аппарате Нива Шевроле сестренкина. Я никогда не ездил за рулем на ручной коробке передач на механике. Ну, учился, конечно же, на механике и знаю технику вождения. Но Севастополь вообще сложный город. Жестко попал сразу в пробку. Такая протяженная, и вот глохну уже 2 раза заглох. Так, усадьба Кутляр.
сюда. Гости собираются. А вот тут можно будет с утра отмокать. Или с вечера. Наши домики, шале номер 1 и шале номер 2. Начинаем сервировать наш праздничный стол. Шикарное место. Сегодня Лена и Саша стали мужем и женой. От всей души, от себя и от папы поздравляем вас с бракосочетанием. Добро пожаловать в наш магазин УСЭкспо. Василий, приветствую. Я хочу подарки выбрать. У моей любимой сестренки родной в Крыму будет свадьба. И ее супругу в подарок я тоже решил сделать уникальный якутский нож среди вот этой вот интересной коллекции. Здесь вот у нас тоже большое разнообразие, разные якутские орнаменты есть. Но я выбрал вот такой нож очень необычного размера. Здесь удлиненный клинок. Таким ножом мы уже работали, когда делали строганину с шеф-поваром. И он выбрал среди нескольких ножей именно его. Сказал, что вот это самое удобное для вот работы. Мне он очень понравился. Он может быть попроще, без всяких якутских орнаментов, но мы можем сделать сейчас здесь тоже гравировку. Этим займемся. И мне очень понравились на самом деле ножны. Ножны из кожи. Здесь у нас изображен осетр с одной стороны, а с другой стороны это Баянай, дух охоты, хозяин леса. Тоже очень такое символичное изображение. Владимир, приветствую. Я снова к тебе. Вот наш цех, можно сказать так, да, по изготовлению гравировки. Так, на добрую память из Якутии. Супер. И давай еще якутский орнамент сделаем, оберег с другой стороны. О, отлично. Супер. Дорогие Саша и Лена, ну в данный момент, дорогой Саша, я очень рад принять тебя в нашу семью, очень рад, что ты стал частью нашей семьи. И очень хотел что-то из Якутии принести обязательно, и именно для тебя отдельно, как от мужчины мужчине, мужской подарок, который очень ценный в Якутии и считается мужским оберегом. Это настоящий якутский нож, по-якутски сахабыга. Земля Аламко, как говорится, Якутия, она теперь тоже с тобой, будет тебя оберегать вашу семью. Вот. Спасибо. Поздравляю. Прощался сам.